На границе Кыргызстана и Узбекистана увеличилось количество перевозимых товаров как законным, так и незаконным путем. По официальным данным, товарооборот между двумя странами составил $300 миллионов. Однако, по утверждениям экспертов, истинная сумма перевозимых товаров превысила $500 миллионов. В Узбекистан из Кыргызстана ежегодно экспортируется уголь, мясо, а также мед. Однако список товаров, экспортируемых из Узбекистана в нашу страну, очень велик. Если на Узбекистан приходится 70–80%, то на Кыргызстан приходится всего лишь 20–25% всей суммы оборота. Уже 2–3 года у нас в стране есть люди, которые специально строят теплицы для производства овощей и фруктов. Однако их расходы не окупаются, потому что теплиц в Узбекистане и так очень много. Географические условия намного благоприятнее, чем наши. Поэтому, пока наши овощи поспевают, с Узбекистана незаконным и законным путем привозят товары и отбирают всех наших скупщиков. Внушительная доля экспортированных товаров в Узбекистан была произведена в Волжской области, сумма которой составила более $20 миллионов. Несмотря на то, что это в 1,5 раза больше, чем было в прошлом году, с соседней страны привезено гораздо больше товара. Поэтому производители овощей вынуждены продавать свои товары дешевле, чтобы хотя бы покрыть расходы. Большинство товаров с Узбекистана – это удобрения и рассада овощей и фруктов. Так как у нас нет таковых, привозятся эти товары в большом количестве. Мы можем увеличить товарооборот с нашей страны, если с Узбекистана будет спрос на наши товары. Экономисты считают, что нашей стране в срочном порядке необходим международный маркетинговый план товарооборота, которого у нас на данный момент еще нет. Именно этот фактор дает шанс узбекистанским предпринимателям развивать индустрию экспорта в стране. Наше правительство должно разработать план, согласно которому товарооборот между нашими странами будет примерно одинаковый. Мы не меняем планы, а только говорим, что они привозят больше, чем покупают. Просто их товары гораздо нужнее, из-за чего и спрос хороший. А наша картошка потом не продается. Это надо все учитывать. В Кыргызстане почти нет компаний по переработке продукции, когда Узбекистан за счет дешевой продукции и рабочей силы соперничает на центральноазиатском рынке, распространяя товары по всему миру через нашу страну, считают эксперты. В Кыргызстане очень много возможностей. Одно то, что мы находимся в ЕАЭС, уже говорит о том, что многие узбекистанские предприниматели с помощью кыргызстанских компаний будут отправлять свои товары на мировой рынок в другие страны. В Узбекистане в расположении страны есть как земли, так и рабочая сила. Это означает, что Кыргызстан на данный момент не готов соперничать с ними в сельскохозяйственной отрасли, считают эксперты. Напомним, главы двух государств в этом году провели 2 встречи, где обсудили экономические вопросы. Переговоры сторон пока не перешли во второй этап, из-за чего вопрос товарооборота остается до сих пор открытым. Мерим Кубаншпекказы, Кенджи Бумамацадыкова, Шахрух Иминджанов, Новости Ошпери.